На строительных объектах нашего города сложилась сложная ситуация. Объекты не могут быть сданы в срок из-за нехватки столярных изделий, дверных блоков, оконных рам и тому подобное. За разъяснением этого вопроса мы обратились к заместителю директора по производству завода стройматериалов и конструкций Шимаевой Любовь Александровне и начальнику деревообрабатывающего цеха Петрушкевич Николаю Адамовичу. Вам слово. В нашем городе есть крупный цех по производству столярных изделий, который может в год выпускать 100 тысяч квадратных метров, что обеспечивает сдачу жилья в порядке 120 тысяч квадратных метров в год. Но в связи с тем, что в цехе отсутствуют люди на поточных линиях по производству дверных и оконных блоков, завод с задачами не совсем хорошо справляется. На сегодняшний день в цехе недостает до 50 человек. В цехе изготавливаются полностью изделия для сдачи жилья, которые так долго ждут люди в нашем городе, которые еще живут в балках и в разваленных, полуразвалившихся, вернее, общежитиях. Любовь Александровна, насколько я понимаю, мощности цеха позволяют обеспечить полностью все строительные объекты. Но вот именно нехватка кадров, трудовых ресурсов сказывается на срыве поставок. Да, вы правы. Еще раз хочу повторить, что из-за отсутствия людей у нас технологические линии работают всего с загрузкой до 30%. Также в этом цехе имеется цех по производству товаров народного потребления, которые уже хорошо зарекомендовали себя в городе. Мы выпускаем, значит, двухспальные, односпальные кровати, прикроватные тумбочки, табуретки. Ну и также людям, которые строят дачи, окна, двери, погонажные изделия и прочую продукцию. Вы знаете, сейчас, по-моему, в городе сложилась так ситуация, что многие предприятия, наоборот, сокращают свои трудовые ресурсы, идет массовое сокращение, а здесь у вас, наоборот, как-то не хватает, наоборот, рабочих рук. Возможно, что нет этой информации, не знают, что существует такой цех и что нужны для работы люди. Но я думаю, что многие будут смотреть эту передачу, и это будет как бы небольшой рекламой. И многие бы хотели бы услышать о тех условиях работы, которые здесь есть. Я думаю, что мы обратимся к начальнику цеха. Николай Иванович, расскажите более подробно, что же представляет собой вот этот деревообрабатывающий цех, каковы условия работы, какова заработная плата? Ну, цех, как Любовь Александровна сказала, по мощности какой, но условия такие, что все оборудование находится в отапливаемом помещении, пригодном для северных условий работы. То есть заработная плата, я хотя бы скажу коротко по последнему месяцу, у нас в среднем получилось 15,60 на выход при 22 рабочих днях, это на 4-й разряд. Желающих, конечно, как вы сказали, сокращение идет, но может быть и отсутствие рекламы нашей. Я хочу сказать, что если будут желающие, мы без отрыва на производстве, будут они работать 4-5 часов на производстве этим же, и одновременно здесь же в цехе будут проходить теорию. То есть наши мастера звеньевые будут преподавать эти все на месте. И тоже, то есть получается, что они одновременно работать и учиться будут. То есть это к вопросу о получении новой специальности. То есть это не нужно идти на учебный комбинат, учиться там 6 месяцев, не получать заработную плату. То есть сюда приходишь, получаешь зарплату и приобретаешь новую специальность. В общем-то, это, по-моему, льготные довольно-таки условия. Ну, среднемесячная заработная плата в том году у нас была где-то 600 рублей, в этом году она уже поднялась до 700-750 рублей. Где-то примерно на среднем уровне, как и на других производствах города. Средняя заработная плата, я считаю, что она не ниже по региону нашему таких ведущих отраслей наших, как угольная промышленность. А условия работы все-таки не на улице и не с, как говорится, с железками на морозе, да? Да, условия работы, конечно, намного, так сказать, приятнее, хотя санэпидстанция нас проверяет, допустимость ПДК у нас не выше норм. Ну что ж, я думаю, что те, кто увидит нашу передачу, как-то
услышат о том, что существует такой цех, услышат о его наболевших вопросах, то, что не хватает людей, и, возможно, эта передача вам поможет.